Коммунистическая партия Китая ускорила политику по китаизации уйгуров, создав в уйгурском регионе десятки ферм, превратив его в крупнейшую свиноводческую базу. По последним данным, коммунистический режим Китая начал осуществление проекта по развитию свиноводства в Чаклыкском районе уйгурского региона. По информации китайских СМИ, 20 мая в поселке Ташсай Чаклыкского района началось строительство крупной свинофермы. Инвестором проекта выступила компания Чангду, которая специализируется на лесном хозяйстве и животноводстве. Для фермы, где ежегодно будут разводить более 1 миллиона свиней, было выделено 2 миллиарда 200 миллионов юаней. Наблюдатели отметили, что это является частью политики геноцида, направленной на уничтожение самобытности уйгуров и превращение их земли в базу для разведения свиней. После постепенного возврата к нормальной жизни на одном из рынков Пекина были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. В целях недопущения дальнейшего распространения вируса, оптовый рынок, где было выявлено 6 инфицированных китайцев, был закрыт. По информации китайского агентства Синьхуа, у 3 сотрудников крупнейшего оптового рынка был обнаружен коронавирус нового типа. Рынок закрыт для дезинфекции, а все сотрудники должны будут пройти тест на COVID-19. Общее количество инфицированных по всему миру достигло 7 миллионов 742 тысяч 69 человек. Жертвами вируса стало 428 362 человека. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление Китая принципиально изменит баланс сил в мире. В разговоре с репортером газеты Welt am Sonntag Столтенберг отметил, что Китай инвестирует огромные средства в разработку ракет большой дальности и ядерное оружие, которое может достичь и Европы. Столтенберг заявил, что Западный альянс должен объединиться против этого вызова. «Если есть что-то определенное, так это то, что Китай приближается к дверям Европы», сказал генеральный секретарь НАТО. Заявив, что Китай инвестировал огромные средства в инфраструктуру Европы, а также увеличил свое присутствие в арктическом регионе, Африке и Средиземноморье, Столтенберг отметил, что Китай является сильнейшей державой и с точки зрения кибернетики. Сотни людей вышли на улицы ливанских городов, протестуя по поводу краха национальной валюты. В четверг стоимость доллара, составлявшая 4000 ливанских лир, выросла до 6000. Это вызвало массовое недовольство в стране. В ночь на субботу 13 июня продолжились массовые антиправительственные протесты в центре столицы Бейруте, Триполи, Беке, Сайде, Суре и Набатии. Демонстрации переросли в беспорядки, некоторые участники разбивали витрины магазинов, возводили баррикады, разжигали костры и бросали коктейли Молотова. Дело дошло до столкновений с полицией, которая применила слезоточивый газ. Согласно письменному заявлению медийного агентства, связанного с иракским правительством, на территорию военной базы Эт-Таджи в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали 2 ракеты типа «Катюша». Информации о погибших и раненых не поступало. Ответственность за нападение никто на себя не взял. В заявлении отмечается, что силы безопасности США и Ирака начали расследование инцидента.